Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия вперед». Сегодня глава республики Айсен Николаев подведет итоги работы за август этого года. Добрый вечер, Айсен Сергеевич. Здравствуйте. На этой неделе вы стали участником Татарстанского нефтегазохимического форума. В том числе провели еще и ключевое заседание комиссии по направлению энергетика. Обсуждали восполнение минерально-сырьевой базы на фоне истощения ресурсов. Вот каковы перспективы добычи трудноизвлекаемой нефти в Арктике и Якутии? Знаете, во время Татарстанского нефтегазохимического форума, одного из крупнейших в нашей стране, мы провели ряд важных встреч. В том числе, конечно же, одно из ключевых мероприятий это было как раз проведение комиссии Госсовета, о которой мы уже давно договаривались, именно провести ее в Казани, и обсудили очень важный и серьезный вопрос по развитию нефтедобычи в стране, особенности в условиях, когда мы видим, что минерально-сырьевая база уменьшается, усложняются условия, в которых эта нефть добывается. Ну и, конечно же, для страны, в которой 20% бюджета примерно составляют нефтегазовые доходы, конечно, это очень важная, серьезная проблема, которую надо решать заранее. Здесь подходы очень понятны. Это и использование новых инновационных отечественных технологий, это и поиск новых месторождений, особенности в арктической зоне. И с этой точки зрения, конечно же, многие выступающие говорили о том, что потенциально наиболее интересными в ближайшие десятилетия это будут арктические территории, в том числе Республики Саха-Якутия, в которых могут быть найдены крупные месторождения нефти. Сегодня уже перспективные запасы нефти по Арктике и Якутии оцениваются примерно чуть менее миллиарда тонн. Вместе с тем, конечно, говорить о том, что месторождения уже открыты, уже могут быть вовлечены в оборот, пока еще не приходится. Здесь, конечно, должна быть работа большая проведена со стороны государства, потому что в первую очередь при первичной геологоразведке основное вложение должно делать государство. Мы полностью согласны с этим тезисом. И вот после моей встречи с президентом, которая была 2 года назад, были приняты определенные решения по увеличению средств на геологоразведку в целом по Якутии и в целом по Дальнему Востоку. И мы надеемся, что в ближайшее время все-таки интенсификация геологоразведки у нас по Якутии, в том числе по углеводородам, она будет происходить. Еще раз хочу подчеркнуть, что это должно привести уже к появлению в перспективе ближайшие десятилетия такого, знаете, арктического, якутского центра добычи нефти. Вот. Это, еще раз говорю, дело не ближайших лет, это достаточно долгая, кропотливая работа, но этим надо заниматься. Вообще, в целом, вот по добыче полезных ископаемых, в первую очередь и углеводородов, вопросы это инерционные, это не быстро все происходит. И решение о начале работы, о начале геологоразведки нужно уже принимать сейчас. Но вот, слава богу, по геологоразведке уже со стороны государства решения приняты. Мы надеемся на их успешное завершение. В преддверии Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в Новгородской области с вашим участием прошло несколько важных мероприятий. Это открытие памятных плит с именами воинов-якутян и церемония перезахоронения останков красноармейцев, бойцов лыжных бригад. Там же вы пообщались с поисковиками, трудами которых были восстановлены имена наших воинов. Скажите, какие еще совместные проекты с поисковым движением ожидаются к 80-летию Победы? Знаете, вот в Новгороде, конечно же, свято чтят память о наших лыжниках, которые сражались на новгородской земле. Все помнят битву на озере Ильмень 23 февраля, когда была, знаете, такая трагическая история, когда в один день свыше 600 якутян погибли. И память об этих сражениях поисковики Якутии вместе с поисковиками Новгородской области уже несколько лет, благодаря соглашению, которое мы подписали в 2021 году, с Новгородской областью ведут там работы. И в результате этих работ 39 останков красноармейцев были найдены за последний год. И вот вчера
можно сказать, буквально вот в эти дни состоялась торжественная церемония перезахоронения захоронения наших воинов на братской могиле, где был ранее воздвигнут обелиск в честь воинов якутян с участием исполняющей обязанности губернатора Новгородской области Дронова. При большом стечении людей вот это захоронение состоялось. Также рядом с тем памятником, который еще был воздвигнут в 1968 году правительством ЕАССР, воинам-якутянам, недалеко от того мемориала, о котором я говорю, мы сейчас установили плиты с именами порядка 1600 наших воинов, имена которых уже сейчас точно известны, которые вот сражались и погибли на новгородской земле. К сожалению, этот список еще далеко не закрыт. По разным данным, порядка 2500 наших воинов погибло на новгородской земле, сражаясь, освобождая ее от немецко-фашистских захватчиков. И, конечно же, вот эта работа поисковиков, она будет и дальше продолжаться. Я хотел поблагодарить ребят, которые у нас там работают. Это и школьники, это и студенты из многих районов республики. Вот когда я там был, там в основном были ребята из Нюрбинского, Сунтарского вузов, работали из Чурапчинского, с города Якутска. В общем, такая география достаточно широкая. И, конечно же, работая вот на поисковых мероприятиях, ребята уже реально приобщаются к истории нашей Родины, приобщаются к истории Великой Отечественной войны. И вот это и называется та память поколений, которая передается от поколения к поколению. Мы работу эту, естественно, будем продолжать. Вместе с поисковиками у нас работы идут и не только на новгородской земле, они идут и, например, на Тверской земле. Вообще в 19 регионах России сражались и погибали в годы Великой Отечественной войны воины-якутяне. В этом году мы еще должны установить в рамках исторического нашего проекта «Бастионы памяти» еще ряд памятных плит. Это и Смоленская, Псковская, Калужская области. Поэтому работа эта будет продолжаться. И, конечно, здесь останавливаться никак нельзя. Потому что, как говорится, пока война не закончена, пока не похоронен последний солдат. А еще раз хочу сказать, что очень многие тысячи наших воинов до сих пор числятся пропавшие без вести. Их останки еще не преданы земле. И вот работа наших ребят, наших поисковиков помогает это решать. Буквально вчера состоялось открытие форума муниципальных депутатов, где вы тоже приняли участие. Какие задачи поставили перед депутатским корпусом органы местного самоуправления, который сейчас является частью единой системы публичной власти? В Намцах прошел очень хороший представительный форум муниципальной власти. Конечно же, в первую очередь муниципальных депутатов, но было и много глав поселений, городов, районов республики. Был очень интересный, заинтересованный разговор и о новых полномочиях, об изменении федерального закона, о вопросах, связанных с социально-экономическим развитием наших территорий. Мне понравилось, я встречался и с главами, поговорил с депутатами, послушал презентации ряда муниципальных депутатов о своей работе. Вы знаете, в рамках вот как раз встраивания муниципальной власти в единую систему публичной власти, в рамках тех изменений, которые сейчас уже внесены федеральным законом за номером 33 об общих принципах организации муниципальной власти как в единой системе публичной власти, мы видим, что очень большое значение сейчас будут иметь именно представительные органы местного самоуправления. То есть это советы депутатов и на уровне поселков, сел, и на уровне районов, городских округов. Они будут иметь, согласно федеральному закону, серьезнейшие полномочия в части установления тех или иных правоотношений. Конечно же, мы сейчас настроены сохранить двухуровневую систему
местного самоуправления в нашей республике. Уверен, что депутаты Илтуман поддержат такое предложение. И при этом, конечно, мы видим, что есть запрос, и мы такие предложения будем давать по изменению системы избрания глав местного самоуправления, когда именно через органы представительной власти, через советы депутатов население будет избирать депутатов, ну а уже депутаты в дальнейшем будут избирать глав местного самоуправления и на уровне районов, и уже на уровне поселков и сел. Это достаточно серьезные, большие изменения. И очень хорошо, что вот сейчас уже именно в первую очередь с участием непосредственно муниципальных депутатов, которые представляют наше население, которые избраны народом республики. Вот это обсуждение идет, и мы до конца года должны все эти изменения в наши законы принять. Айсен Сергеевич, недавно на станцию Нижний Бестях прибыл поезд, и поезд непростой, а из Беларуси, первые грузы. Нам известно, что там были вагоны, груженные фруктовым соком. Ну, понятно, наверное, что это был рейс, за которым последуют и грузы еще. Что планируется отправить к нам в республику? Знаете, в рамках реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе моего прошлогоднего визита в Белоруссию, встречи с президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко, сейчас идет активная работа по многим направлениям, начиная от поставок большой техники для горнодобывающих наших компаний, в первую очередь Белазов, заканчивая уже вопросами по поставкам ряда товаров народного потребления, ряда продуктов питания из Белоруссии к нам в Якутию. И в рамках этой работы железные дороги Якутии сейчас сделают, так называемый бесшовный такой маршрут, который позволяет в течение менее 3 недель контейнеры из Белоруссии доставлять до Якутии, до станции Нижний Бестях. Вот реализация этого проекта началась. Уверен, что и у белорусского бизнеса, и у якутского бизнеса здесь много интересов общих. Работа эта будет продолжена. Но наше дело, как говорится, именно помочь с логистикой, с тем, чтобы товары, причем очень высококачественные, хорошие товары, в том числе и продукты питания белорусские, которые всем хорошо известны, как можно в кратчайшие сроки могли из Белоруссии уже до Якутии, до потребителей доходить. Эта работа у нас еще только начинает выстраиваться. Уверен, что в дальнейшем она будет только расширяться. Давайте теперь поговорим о лесных пожарах. Весь летний период у нас в республике прошел относительно спокойно по сравнению, например, с маем, когда было очень много сельхозпалов. Вот какие прогнозы относительно осеннего периода? Стоит ли ждать того, что картина повторится? Знаете, мы прошли сезон до сентября месяца успешно. У нас общая площадь пройденными пожарами в 15 раз меньше, чем в прошлом году. И вообще у нас очень редко бывает так, что площадь, пройденная пожарами, составляет менее 1 миллиона гектар, но сейчас она немногим более 200 тысяч гектар. При этом, конечно, как мы и предупреждали, август, в особенности его 2-я, 3-я декада, они были гораздо выше по обычных нормальных явлений по температуре, практически было мало осадков. Ну и мы сейчас видим, что количество пожаров у нас порядка 30, чуть больше, чуть меньше 30, так каждый день меняется ситуация. Но особенности западной части Якутии, по северо-западу, в некоторых северных районах достаточно большое количество очагов пожаров есть. К сожалению, они в основной своей массе находятся в очень труднодоступных, удаленных территориях, например, в Оленёкском районе, где у нас более 10 пожаров. И это, конечно, затрудняет тушение. Мы вынуждены в основном там тушить силами только наших пожарников непосредственно, их без техники, только ручным способом. Конечно, это серьезно осложняет нашу работу. Но при этом мы надеемся все-таки, что сентябрь пройдет у нас спокойно, без излишней нервотрепки, скажем так, без больших, серьезных пожаров. Ну и в целом, еще раз хочу сказать, что благодаря тем мерам, которые были приняты
по поручению президента страны, когда было увеличено финансирование, а мы здесь на месте отработали с увеличением штатной численности, с улучшением оснащением, увеличением леса, таких, знаете, вот, работ по охране леса, в первую очередь по увеличению авиамониторинга. Это все привело к достаточно серьезному положительному изменению. Хотелось бы, чтобы вот эти изменения у нас были на постоянной основе, и количество пожаров у нас не увеличивалось, а площадь, пройденная пожарами, уменьшалась. Осенью, кстати, пройдет открытый турнир по стрельбе на дальней дистанции памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова. В этом году соревнование обрело статус чемпионата Вооруженных сил России по дисциплине боевой снайпинг. Как регион готовится к соревнованию? Мы уже в третий раз проводим турнир памяти великого снайпера, Героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова. Подготовка идет в штатном режиме. Понятно уже, кто за что отвечает, разграничены, скажем так, зоны ответственности по структурам. В этом году вот отличие как раз октябрьского турнира в том, что по предложению Юрия Петровича Трутнева, которое было поддержано уже Министерством обороны, сейчас принято решение на уровне руководства Министерства обороны Российской Федерации о том, что вот этому турниру присваивается статус открытого чемпионата Вооруженных сил России по боевому снайпингу. Так как турнир открытый, там могут участвовать и другие структуры, могут участвовать и любители. Соответственно, квалификационные соревнования пройдут, как всегда, в открытом режиме. Вот. Но уже сейчас идут у нас в республике ряд соревнований, которые как раз являются таким, знаете, отборочными, подготовительными к этому турниру. Потому что, конечно же, мы уверены, что стрелки из Республики Саха-Якутия тоже должны быть достойно представлены на этом турнире. В целом ожидается большое количество участников из многих правоохранительных структур, из различных родов войск. Поэтому соревнования будут, как всегда, интересны, и уверен, что они будут и дальше у нас проходить в Якутии, и уже по всей России уже известен наш Якутск, в том числе как место, где вот проходит турнир по высокоточной стрельбе на сверхдальние дистанции. Такое тоже у нас новшество за последние годы появилось, благодаря появлению нашего полигона Сулус. И уверен, что и дальше этот турнир у нас в Якутске будет проходить и пользоваться большой популярностью. Ну, якутские стрелки в целом всегда пользовались популярностью, потому что они признаны самыми меткими. Но в целом турнир еще состоится, до него еще надо подождать. А уже в эти выходные отметим День шахтера. В этом году в прошлом году Якутия вышла на первое место по добыче угля в Дальнем Востоке и на второе место по стране, добыв 49 миллионов тонн. С какими показателями идем в этом году? Знаете, в этом году, конечно, угольная промышленность России находится в достаточно сложном положении. Снижение мировых цен на уголь, вот эти санкции, ухудшение логистики, высокая ключевая ставка Центрального банка, высокий курс рубля, он привел к тому, что все-таки прибыльность отрасли в целом резко упала. Большое количество убыточных предприятий по всей России. Это я могу сказать как председатель комиссии Госсовета по энергетике. Мы, к сожалению, вот сейчас достаточно часто собираемся, рассматриваем вопросы по преодолению вот таких кризисных явлений в угольной промышленности. Вместе с тем Якутия вот на фоне других регионов здесь выглядит, ну, скажем так, чуть лучше. Мы по итогам 7 месяцев видим более чем на 10% увеличение добычи угля по сравнению с прошлым годом. И могу сказать, что если вот эта тенденция у нас все-таки сохранится, если даже, вот так скажу, если мы оставшиеся 4 месяца отработаем так же, как и даже как в прошлом году, то в этом году впервые Якутия преодолеет рубеж 50 миллионов тонн угля за год. Это рекорд. И, конечно же, это
вдвойне символично, потому что это происходит год, когда Нерюнгри, наша угольная столица, столица Южной Якутии, будет отмечать свое 50-летие. И вот благодаря труду наших угольщиков и крупных компаний, таких как Эльга уголь, Колмар, Якут уголь, и уже малых угольных разрезов, малых угольных компаний, вот мы идем на рекорд, и я уверен, что он будет достигнут. Но также близится и Восточный экономический форум, который пройдет в этот раз в 10-й юбилейный. Традиционно Якутия принимает там участие. Каковы ожидания от предстоящего события? Восточный экономический форум для нас это главный форум, в котором участвует республика, и все дальневосточные субъекты мы участвуем очень активно. Это и павильоны на улице Дальнего Востока, это и ряд презентаций, которые проводят регионы на самом форуме, открытие новых объектов. Конечно же, очень важно и участие в различных сессиях с участием и руководителей правительства страны, с ведущих компаний, иностранных участников форума. Мы предполагаем, что в этом году республика заключит соглашение на сумму свыше 100 миллиардов рублей на непосредственно самом форуме. Есть и ряд знаковых таких решений. Мы забегать вперед не будем, но уверены, что и 10-й юбилейный Восточный экономический форум, так же, как и все предыдущие, для республики у нас пройдет очень успешно. Также близится и новый учебный год. Буквально через пару дней будем отмечать День знаний. Как вы оцениваете готовность объектов образования? И нам известно, что еще, возможно, какие-то новые школы откроют свои двери перед школьниками. Знаете, конечно же, 1 сентября – это большое событие и для школьников, для их родителей, и, конечно же, для учителей. Вот недавно августовское совещание работников образования прошло, я с удовольствием принял в нем участие. Много задач у нас стоит перед системой образования, далеко не простых. Самая главная задача – это все-таки повышение качества образования. Наши дети, вне зависимости от того, в сельских ли они малокомплектных школах учатся, или в самых крупных в республике, или в школах с углубленным изучением тех или иных предметов, они должны получать равное высокое качество образования. Это, еще раз говорю, далеко не простая задача, но она обязательно должна быть решена в первую очередь в интересах наших детей. Если говорить о подготовке объектов образования, то в целом подготовка идет неплохо. Хотя, конечно, точно по ряду районов есть школы, где в первую очередь из-за не очень качественной работы подрядчиков, работы как бы идут медленно, но все практически по всем районам уверены в том, что к началу учебного года, в первые его числа, объекты образования будут готовы и начнут работать. И детские сады, и школы. Ну а что касается новых объектов образования, то для нас, конечно, очень важно, что 1 сентября у нас начнут работать 2 крупных объекта. Это вот пристрой к Сахаполитехническому лицею в Якутске, который у нас уже сейчас построен, абсолютно готов, и работа в нем начнется. Это, конечно, позволит разгрузить одну из самых таких серьезно насыщенных, скажем так, школ Якутска по численности учащихся в СССР, и облегчит уже учебный процесс. Я сам там был, как раз с министром просвещения мы в мае его посещали, когда уже готовность была очень высокая, объект. Ну, сейчас вот еще раз говорю, объект уже готов и начнет работу 1 сентября. Ну и, конечно же, для нас всех очень знаково, что 1 сентября здесь в Якутске начнет работать самая большая по площади школа в республике на сегодняшний день, площадью свыше 17 тысяч квадратных метров, на ДСК. Школа, построенная в рамках нашего соглашения с конституционного с прошколой. Это структура крупнейшего института развития страны ВПРФ. И эта школа очень символично носит имя Михаила Ефимовича Николаева, нашего первого президента, который, конечно же, вот как раз вопросам образования уделял одно из самых таких основных
основное внимание в своей деятельности. И уверен, что эта школа также будет примером как раз раскрытия талантов, дарований наших юных якутян. Скорее всего, так и будет. Айсан Сергеевич, большое спасибо, что нашли для нас время, ответили на волнующие вопросы. Будем рады видеть вас еще в нашей студии. Спасибо. На этом все. Вы смотрели программу «Якутия вперед». До встречи в эфире.